Добрый день, уважаемые журналисты. В Павлодарской области за истекший период года отмечается благополучная эпидемиологическая ситуация по кишечным инфекциям, в том числе по энтеровирусной инфекции. Лабораторно подтверждено за истекший период года 3 случая заболевания энтеровирусной инфекции, что в 4 раза ниже заболеваемости аналогичного периода прошлого года. Специалистами департамента еженедельно осуществляется санитарно-эпидемиологический мониторинг за эпидемиологической ситуацией, и еженедельно в рамках мониторинга отбираются пробы исследования воды сточных вод, открытых водоемов, фонтанов. И по итогам санитарно-эпидемиологического мониторинга за циркуляцией возбудителей вирусных инфекций, согласно плану лабораторного слежения, были отобраны 34 пробы воды сточных вод, и по результатам исследований положительных находок не обнаружено. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было отобрано 14 проб сточных вод, положительных находок не было, и всего в течение 2024 года было исследовано 78 проб, из них было 9 положительных находок. Особенностью энтеровируса является то, что он устойчив в окружающей среде. Длительное время может сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода. Например, в воде он может сохраняться до 110 дней, в мясе, твороге до 6 месяцев, на других поверхностях до 70 дней. Энтеровирусы обнаруживаются и на свежих овощах и фруктах. Энтеровирусная инфекция – это кишечное заболевание, которое провоцирует энтеровирусы. Инфекцией можно заразиться в любое время года, но особенно часто случаи этой болезни регистрируются летом и в начале осени. Практически каждый ребенок сталкивается с энтеровирусом. Заболеть можно и в более позднем возрасте, но 90% случаев инфекции диагностируются у детей до 14 лет. Энтеровирусы в большинстве случаев вызывают скрытую инфекцию, могут проявляться в виде серозных менингитов и как кишечная инфекция. Вирус передается через воду, овощи, фрукты, пищевые продукты, грязные руки. Заражение чаще происходит при купании в водоемах и плавательных бассейнах, в употреблении некипяченой, недоброкачественной воды. В ряде случаев может передаваться и воздушно-капельным путем при большом скоплении людей. Заболевание передается при чихании и кашле с капельками слюны от больного ребенка к здоровому и при несоблюдении правил личной гигиены. Также возможно заражение детей через игрушки. Учитывая возможные пути передачи, необходимо соблюдать меры профилактики энтеровирусных инфекций, такие как соблюдение правил личной гигиены, то есть тщательно мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой, перед приготовлением пищи, после прихода с улицы домой, и тщательно мыть руки детям. Для питья использовать кипяченую или фильтрованную воду. Купаться только в официально разрешенных местах. При купании стараться не заглатывать воду, а после купания применять душ. Все фрукты, овощи и ягоды тщательно мыть под проточной водой. Не употреблять в пищу немытые или плохо очищенные фрукты и овощи. Не приобретать продукт у частных лиц, не установленных для торговли местах. Соблюдение несложных правил профилактики сохранит вам здоровье. При появлении первых признаков заболевания необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Благодарю за внимание. Рахмет, спасибо. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. По детям прокомментируйте, сколько сейчас На данный момент, динамика с прошлым годом есть раз в 4 раза меньше? на данный момент сезон по энтеровирусной инфекции только начинается. Первые обращения с энтеровирусной инфекцией непосредственно начались в середине апреля. На данный момент у нас в стационаре лежит 4 ребенка с энтеровирусной инфекцией. По сравнению с прошлым годом, пока рано судить, потому что сезон только начался, но в принципе я думаю, что меньше, потому что по количеству даже обращений и по госпитализированным пациентам на данный момент по сравнению с прошлым годом по это время меньше. Дети уже как-то на стадии уже выписываются или поступили к состоянию? Нет, у нас есть уже пролеченные, которые выписались и которые лежат, просто на данный момент сейчас лежит 4 пациента. И еще один вопрос, как вы считаете, самая опасная среда, где может ребенок заболеть? Не знаю, может быть, сейчас жарко, вода разрешает, либо бассейны, либо фонтаны. Чтобы опасаться родителей. Учитывая то, что, как вот коллега моя сказал, что основным путем передачи является фекально-оральные, то есть это непосредственно водные или же алиментарные, то, конечно, да, непосредственно самым опасным источником является вода, то есть не обработанная, не фильтрованная, не кипяченая,
То есть это вот когда откроется сезон купания, фонтаны тоже, как вы сказали, и употребление кипяченой нефильтрованной воды. То есть это самые такие основные источники. Детей, они как от воды заразились, это проверка, от вообще вы их не спрашиваете? Нет, почему? Конечно, Вот это чаще всего всем вот эпитанамнез собирается. Ну, получается, конкретно могу сказать за свое отделение, то, что в моем отделении лежит 2 детей, и 2 детей отмечался контакт с водой непосредственно в деревне. В деревне. Ну, контакт с водой отмечался. Проявление? Ага. Энтеровирусная инфекция довольно разнообразная, там отмечается около 15 проявлений. То есть это в основном у нас встречается это энтеровирусная герпангина и энтеровирусная экзантема. Также имеются редкие формы, это энтеровирусный менингит, энцефалит, миокардиты. Также еще часто встречается гастроэнтеритическая форма, то есть это кишечные проявления. Ну и, соответственно, исходя от форм, разные проявления, то есть в первую очередь это повышение температуры тела, высыпание, боли в горле могут отмечаться, высыпания преимущественно папулезные с расположением на ладонях, на стопах, также могут отмечаться на туловище и на лице. И если гастроэнтероколитическая форма, у детей отмечается рвота, жидкий стул, слабость, вялость, признаки обезвоживания. Ну и при других поражениях, то есть при менингитах, энцефалитах, соответствующая симптоматика, в зависимости, какое осложнение у ребенка, как протекает сама инфекция. Сюнтерапия. Еще вопрос, коллеги, пожалуйста. Я представлюсь. Ты задавай пока вопрос. Можно сказать, что показатели снизились очень. Как мы пока еще сезон не начали, поэтому показатели снизились. Да, поэтому показатели снижены. Сезонный пик заболеваемости обычно с мая по август включительно. Не, просто вы говорили, что на данный момент ситуация, если сравнивать с прошлогодним. Но в сравнении с аналогичным периодом, да, у нас даже по количеству... Получается, сезон не начался, но было уже несколько дат. Нет, в прошлом году за аналогичный период года у нас было, например, 14 точных проб исследовано и не обнаружены положительные находки. В текущий эпидемиологический сезон, вот за истекший период года, было 34 пробы, тоже не обнаружены. Но после мая месяца всего в течение 2024 года было исследовано 78 проб и было 9 положительных энтеровирусной инфекции. Это говорит о том, что была циркуляция энтеровирусной инфекции среди населения. А это что за пробы сточных вод? То есть где вы их берете, эти пробы? В бассейнах, бассейнах, фонтанах? Ну, в том числе и в бассейнах, и фонтанах. И важно еще сказать, что фонтаны это не является, запрещается купание в фонтанах. Фонтан является элементами благоустройства города и предназначены для увлажнения воздуха, но не для купания. И в фонтанах вода редко меняется и может быть размножение микробов. Также в компании возможно, например, купание бездомных собак, птиц. И так как вода там стоячая, в жаркое время года микроорганизмы размножаются, что может привести к другим вирусным инфекциям, например, ротавирусным инфекциям, вирусному гепатиту А, энтеровирусной инфекции. Поэтому нужно следить родителям за детьми и не отправлять их для купания именно в фонтанах. Сточные воды это где берете? Сточные воды это берутся от, например, промышленных предприятий, либо там стоки от других каких-то объектов жизнедеятельности. И вопрос, допустим, вы обнаружили там вирус, да, в России. Дальше вы какие меры предпринимаете? Пишите письмо, что какая, как это работает? Или просто обнаружили и все? Нет, хозяйствующим субъектам, у кого обнаружено вот именно превышение показателей, мы, естественно, отправляем рекомендации для того, чтобы они провели какую-либо обработку, либо и рекомендации в части того, чтобы население соблюдали правила, в первую очередь, личной гигиены и не купались, например, в воде открытых водоемах, и так далее. И соблюдали, самое главное, правила элементарной личной гигиены. Это мытье рук с мылом. Если бассейн обнаружили, вы пишете хозяйственно, там, допустим, помыть, они потом как обычно меняют ситуацию? Меняет воду, да, проводят обработку, лабораторные исследования, и нужно, чтобы показатели были отрицательные. Да, да. Вот в прошлом году вы сказали 9 было выявлено фактов. Это что за бассейны, фонтаны, пляжи? Нет, это в сточных водах.